Осенняя сессия для парламента региона выдалась плодотворной. Проведено 9 заседаний Народного собрания с принятием 26 законов и 130 постановлений, 98 заседаний парламентских комитетов по актуальным вопросам республики, заслушаны отчеты о деятельности исполнительных органов власти. Открывают заключительное пленарное заседание докладом о результатах деятельности администрации Сунжи. За этот год в самом молодом городе региона отмечается рост налоговых и неналоговых доходов на 25% по сравнению с прошлым годом. Всего дохода бюджета в городе на 1 декабря у нас 233 миллиона 654 тысячи. Рост у нас на 78%. Я сейчас сопоставляю не с 2023 годом, а некоторые цифры и с 2021 годом, с учетом того, что уже 3,5 года занимаю должность главы администрации. Из них налоговые и неналоговые доходы – это 181 миллион, что на 36 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налог на доходы физических лиц – 138 миллионов, рост 19 миллионов, аналогичный период 2023 года. Далее в рамках законотворческой работы депутаты принимают главный финансовый документ – республиканский бюджет на 2025 год. Основные характеристики бюджета на следующий год сложатся следующим образом. Доходная часть – 35,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов составит 36,5 миллиарда рублей. Дефицит с этим увеличением у нас сложится 776 миллионов рублей. Следом депутаты Народного собрания рассматривают ряд республиканских законопроектов, в частности, об изменениях в 26-ю статью Закона Республики Ингушетия о госнаградах региона и об объектах культурного наследия. Согласно требованию части 1 статьи 13 Федерального закона об объектах культурного наследия номер 73 ФЗ, закона предусматривается внесение изменений в законопроект республики об объектах культурного наследия Республики Ингушетия в части источников финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия. Предлагается внести следующие изменения в часть 1 статьи 14. Подводя итоги работы законодательного органа в период осенней сессии, Магомед Тумгоев отметил, что в 2024 году депутатами принято важное общественно-политическое для региона решение – избрание главы Республики Ингушетия Махмуда Али Макшариповича Калиматова. Все мероприятия плана на период осенней сессии нами выполнены. План мы проанализировали, все комитеты поработали и все плановые поставленные вопросы решены. Благодаря совместному конструктивному сотрудничеству депутатов, исполнительных органов власти приняты важные законы и постановления. Работа депутатского корпуса строилась исходя из того, что принимаемые нами законы и поправки в них должны отвечать интересам общества, учитывать реальные потребности наших граждан, работать на решение конкретных задач и на перспективу. Магомед Тумгоев поблагодарил правительство, депутатов, представителей субъектов права законодательной инициативы, работников аппарата парламента за эффективную и слаженную работу. В завершение заключительного в этом году заседания состоялось награждение почетными грамотами Народного собрания Ингушетии. Агеева Мухарбека Магомедовича, депутата Народного собрания. Также после закрытия осенней сессии председатель и депутаты Народного собрания приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний», выбрав несколько елочных шаров, где указаны пожелания детей. Дорогой мой Дедушка Мороз, я учился отлично, и папа обещал мне телефон. Но пока у него нет возможности, купи мне и подари его. Я тебя очень люблю. Бердижева Билан. Да, Яндаль, видишь, Билан на телефоне. Тем более, если он учился на отлично, поможем папе купить телефон. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.